Всем моим подписчикам и зрителям привет, салам, меня зовут Артем, и вы находитесь на моем канале о путешествиях и не только. К сожалению, я не успел подготовить выпуск к субботе, поэтому он выходит сегодня, но это совсем не значит, что в понедельник и в четверг у меня на моем канале не выйдут видео, напротив, выйдут. И как раз таки каждый понедельник и четверг на моем канале выходят блоги вне всякой политики и проблем, только путешествия. И я продолжу рассказывать и показывать вам про культурную столицу Турции, замечательный город Стамбул. Но об этом влоге я буду вновь говорить на очень важную, серьезную тему. Тема, которую нужно освещать, о ней нужно говорить, потому что это проблема не одного народа, это проблема нашей страны. Я говорю про пригородный район. Вновь со стороны Северной Осетии от их властей идут провокации. Я сейчас говорю про министра Руслана Тедеева, который заявил, что они в одностороннем порядке будут решать земельный вопрос и земли пригородного района без участия Ингушетии. Но он так намекнул. Я не смог остаться в стороне, считаю, как русский по своей национальности, и как блогер, и независимый журналист, про это говорить и показывать. Поэтому, если вы хотите разобраться вместе со мной в этом вопросе, подписывайтесь на мой канал, бейте в колокол, чтобы не пропускать мои следующие влоги, а также прямые эфиры. Ставьте лайк обязательно и пишите ваш комментарий, что вы думаете по этому поводу. Обязательно все прочитаю. И да, если вы хотите поддержать мой канал в развитии, то вся информация и реквизиты внизу в описании под видео. И либо нажимайте кнопку «Спонсировать», выбирайте уровень, который вам нравится. Тем самым вы поддержите мой канал, а также сделайте вклад для моей поездки в Казахстан. Я в конце января, в начале февраля туда отправлюсь, чтобы снять блог как раз таки про события войнахов. Ну, больше я буду говорить про ингушей, которые с ними произошли с 1944 по 2018 год. Поэтому на моем канале интересно, говорю обо всем, что я вижу и где я бываю. А сейчас никуда не уходите, пока тут идет заставка. Сбегайте на кухню, налейте себе чаю, либо простой воды. Устраивайтесь поудобней, не мотайте. Поехали! Прежде чем я начну говорить про заявление министра Северной Осетии Руслана Тедеева по вопросу пригородного района и обозначению границ между Ингушетией и Северной Осетией, я бы хотел для начала обратиться к истории. Так будет честно. И как вы могли заметить, мне достаточно часто пишут в комментариях, что я однобокий. В этот раз я обратился к работе осетинского профессора Магометова Асхарбека Хадзиритовича. Его работа носит название «Культура и быт осетинского крестьянства». Орджоникидзе, 1963 год. Почему я выбираю такие работы? Все, что было написано после 90-х, меня не интересует, потому что там уже грязная национальная политика. Там дезинформации очень много. И я решил выбрать нормального осетинского признанного профессора, который не был также подвергнут аланизации и тому подобное. Я считаю, что это честно и справедливо. Ну и своим хейтерам, тардышам моим любимым, я хочу сказать, что статья 29 Конституции Российской Федерации позволяет мне использовать официальную информацию. С этой работой вы также можете самостоятельно познакомиться. Найдите ее в интернете, либо в библиотеке, либо приобретите в магазине, не знаю, в книжном. Ну, не знаю, поднимите свою пятую точку, сделайте уже что-нибудь. Ну а если не хотите никуда вставать с дивана, то прямо сейчас я вам зачитаю эту работу. Итак, еще раз. Осетинский профессор Магометов о том, как царская Россия переселила осетин из гор на равнину. И о первых осетинских поселениях на равнине. Название работы «Культура и быт осетинского крестьянства». Орджоникидзе, сегодня этот город носит название Владикавказ, 1963 год. Глава 2. Материальная культура, поселение и жилище. Основным типом поселений у осетин является село Хау. Подавляющее большинство осетинских селений до революции располагалось в Нагорной полосе. Еще ранее, до присоединения Кавказа к России, осетинских поселений на плоскости не было и вовсе. Про это вот, пожалуйста, пишет Магометов Асхарбек Хадзиритович. Страница 87, я вам даже страницу указываю.
Осетинские поселения на плоскости стали возникать лишь в конце 18 века и в начале 19 века с утверждением здесь русской административной власти. Основателями новых поселений были переселенцы с гор. Первые переселенцы из осетинских ущелий оседали в крепости Моздок. Здесь же, в районе Моздока, переселенцы-осетины в начале 19 века образовали два самостоятельных селения – Черноярское и Новоосетинское. Однако активное переселение на плоскость началось в 20-30-е годы 19 века в связи с осуществлением плана русского главнокомандующего на Кавказе о заселении предгорных равнин горцами-осетинами. Упомянутый план предусматривал распределение плоскостной земли между 4 осетинскими обществами, соответственно их место жительству в горах. Заселение плоскостных земель проходило в следующем порядке. Во главе переселенцев обычно становились представители знатных фамилий и других. Этим лицам царская администрация давала возможность поселиться со своими кавдасардами и рабами, или же предоставляла им право собирать поселенцев по своему усмотрению. Селения получали название от фамилий основателей, что впоследствии дало им повод считать освоенные ими земли собственными, а поселившихся на них свободных людей зависимыми. В 20-е и 30-е годы 19 века образовались по реке Гизельдон аул Зораевых, Алдотовых, аул Мамсуровых, Теджикау, аул Кануковых, аул Жантиевых из Какадура. По левому берегу Терека были образованы балтийские хуторы Дударовых, аул Кардию, Козыревых, аул Есиновых из Саниба. Переселенцы из Куртатинского ущелья образовали селение Суадак из Нижнего Корца и Верхний и Нижний Кадгарон. Вот как правильно. Переселенцы из Алагирского ущелья, селение Салугардан и Ардон. Заселение плоскости за счет горцев-осетин продолжалось и в последующие годы. В 30-60-е годы выходцы из Тагаурского ущелья образовали селения Заманкул, 1833 год, Эльхотово, 1838 год, Батакаюрт, 1844, Тулатово, Беслан, в 1847, Зильги, 1855, Дарк-Кох, 1864 и Альгинская, 1864 год. Переселение с гор в первой половине 19 века, хотя и шло активно, однако новые поселенцы не могли еще осесть прочно на одном месте. Царская администрация нередко заставляла их переносить поселение с одного места на другое. Здесь нельзя забывать того факта, что переселение осетин на плоскость было затеяно царским правительством не ради устройства горцев и лучшего их экономического положения, а в интересах колонизации края. Страница 89-90. Я вот сделал выписки такие. Получается, из материалов профессора Магометова следует что? Первое. Среди первых осетинских поселений нет никакого ни Дзауджикау, ни Ирыкау, ни Капкая. Первые поселения осетин возникают в конце 18 века и в начале 19 века, то есть после основания Владикавказской крепости. Второе. Переселили осетин на равнину царские власти, причем организованно переселили. Так об этом пишет профессор осетинский. Это не ингушский, даже не русский, это профессор Осетии, пожалуйста. Третье. В 1800-х годах среди осетин все еще было много кавдасардов. Это рабы. И это не я выдумал, это не ингуши выдумали. Об этом пишет осетинский профессор, уважаемый в нашей стране. Четвертое. Балтинские хутора основали Дударовы, которые по осетинским и ингушским источникам являются ингушами, которым осетины, по данным старшего научного сотрудника Владикавказского научного центра Артура Цуциева, платили дань. Пожалуйста, не ингуши выдумали и не русские выдумали, снова пишут осетины. Пятое. Все картографические материалы конца 1700-х и начала 1800-х годов показывают, что на правом берегу реки Терека находились только ингушские населенные пункты и население, что еще раз подтверждает слова осетинского профессора Магометова. Не так ли? То есть и после этого меня еще обвиняли
на меня подавали в суды за то, что я заявил, правый берег Владикавказа, да, в одном из своих блогов, исконно ингушская земля. Так я был прав. Об этом пишут профессора, которых признают у нас в России, в нашей стране. Мне кажется, вы просто не хотите знать правду и разбираться в ней. Вы прочитали, вы так захотели, и вы думаете, что так будет. Нет, друзья мои, историю переписывать не получится. Мы будем вместе с вами разбираться в истине. Снова в сторону Республики Ингушетия и ее жителей посыпались провокации. Все дело в том, что на днях министр Северной Осетии Руслан Тыдеев заявил о том, что границы между Ингушетией и Республикой Северная Осетия должны определяться до 1957 года. С чего он так решил и почему он так решил? Мне кажется, человек не прочитал закон о реабилитации репрессированных народов и в целом не знает законов. Ну, Руслан Тыдеев, ознакомьтесь, пожалуйста, с законом. Прежде чем делать такие громкие заявления, нужно немножечко знать историю. Давайте с вами посмотрим еще раз, что он сказал. Внимание! В 2020 году мы продолжили работы по описанию границ с определенными нашими субъектами. Эту работу мы в этом году начали и закончим его в мае следующего года. Вопрос остается, конечно, с восточной стороны, но я вам скажу, что мы в прошлом году описали границы сельских поселений, городских округов и муниципальных образований. А если взять карту, то границы муниципальных образований, они состоят как раз из границ субъекта. Мы их описали в рамках Госфонда данных, который у нас имеется в Росреестре 1957 года. То есть в тех границах, которые они были ранее описаны, мы их также и поставили. И этот вопрос также будет обязательно поднят. И, конечно же, мы постараемся поставить на учет наш субъект со стороны уже восточных соседей. Извините, что значит мы постараемся? А вы обратились к властям местным Республики Ингушетия, к Народному собранию, к президенту, точнее главе Республики Ингушетия Калиматову, к депутатам Государственной Думы, которые представляют Ингушетию? Почему вы решили все снова решать в одностороннем порядке? Значит, меня обвиняют в том, что я однобокий, а сами, получается, такие же. Так ведь? Я теперь понимаю, все, что про меня говорят, это все с точностью да наоборот. Понимаете? Так, видимо, они себя описывают и хотят из меня такого же сделать. Но не получится. Не получится, потому что все по факту. И снова хотелось бы обратиться вот к истории. Я думаю, что эта информация для Руслана Тыдеева будет очень полезной. Надеюсь, он не подаст на меня в суд, не напишет заявление, как они это привыкли делать. Ингушская автономная область была образована 7 ноября 1924 года из Ингушского национального округа, упраздненной Горской СССР. Центром области был назначен город Владикавказ, который не входил в состав области, имел статус автономного города и являлся также центром Северо-Осетинской автономной области. То есть Владикавказ был и ингушским, и северо-осетинским, а не только Северной Осетии. Он не принадлежал Северной Осетии. С 16 октября 1924 года Ингушская автономная область в составе Северо-Кавказского края и 15 января 1934 года Ингушская автономная область была объединена с Чеченской автономной областью в Чечено-Ингушскую автономную область. А теперь о территориальном споре с Северной Осетией. Между Северной Осетией и Ингушетией существует территориальный спор. Ингушетия оспаривает часть пригородного района Северной Осетии к востоку от Владикавказа и правобережную часть Владикавказа. Ингушетия не граничит с Кабардино-Балкарией, несмотря на то, что наличие такой границы отмечено на официальных сайтах обеих республик. Ингушетию от Кабардино-Балкарии отделяет очень узкая полоса земли. Если вы откроете карту, то вы это заметите, на которой расположено селение с осетинским названием Херикау. До депортации ингушей носило название Кескем. Получается, что Кескем, которое преимущественно было населено ингушами. Хотя ситуация с этим перешейком непростая, юридически он относится к Северной Осетии. Вот такие дела.
И самое главное, что в статье 11 Конституции Ингушетии заявлено, что важнейшей задачей государства является возвращение политическими средствами незаконно отторгнутой у Ингушетии территории и сохранение территориальной целостности Республики Ингушетия. И о законе о реабилитации репрессированных народов. 26 апреля 1991 года Верховный Совет РСФСР принял закон о реабилитации репрессированных народов. В соответствии с законом репрессированными признавались народы, нации, народности или этнические группы и иные исторически сложившиеся культурно-этнические общности людей, например, казачество, в отношении которых по признакам национальной или иной принадлежности проводились на государственном уровне политика клеветы и геноцида, сопровождающаяся их насильственным переселением, упразднением национально-государственных образований, перекраиванием национально-территориальных границ, установлением режима террора и насилия в местах спецпоселения. По мнению экспертов, в СССР тотальной депортации, в случае, когда депортации подвергается не часть группы, класса, этноса, конфессии, а практически вся она полностью, были подвергнуты 10 народов: корейцы, немцы, финны-ингерманландцы, карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары и турки-месхетинцы. Из них 7 немцы, карачаевцы, калмыки, ингуши, чеченцы, балкарцы и крымские татары лишились при этом и своих всех национальных, как говорится, черт. Понимаете? У них забрали и культуру, можно так сказать, разрушали. Вот в Ингушетии после депортации чеченцев и ингушей в Джейрахе взрывали башни, сжигали историю войнахов, ингушей и чеченцев. Да страшные вещи вообще происходили, ужасные. Так вот, этот закон признает право репрессированных народов на восстановление территориальной целостности, существовавших до антиконституционной политики насильственного перекраивания границ, на восстановление национально-государственных образований, сложившихся до их упразднения, а также на возмещение ущерба, причиненным государством. И если вы, мною уважаемый Руслан Тедеев, не знаете историю, то, пожалуйста, я вас очень прошу, ознакомьтесь с ней, ознакомьтесь с законом о реабилитации репрессированных народов. И я считаю, что границы должны быть определены между Республикой Ингушетия и Республикой Северной Осетии не до 1957, а до 1944 года. Раз я привел вам в пример и зачитал работу осетинского профессора, то я имею право также показать ролик ингушского активиста, писателя, человека, который видел и сам побывал в этой жуткой депортации 1944 года. Я с ним лично знаком. Это мною уважаемый Иса Аюпович Кадзоев. Давайте послушаем, что по этому вопросу говорит Иса Аюпович. Вот я после просмотра его ролика, все понял и понял, что ингуши действительно правы во всем. Это их земля, и я считаю, что им нужно отдать их земли, которые были у них просто вырваны властью Советского Союза. Сталинская грязная политика. Многие задаются вопросом, почему это ингуши подняли такой скандал вокруг того соглашения о границах между Чечней и Ингушетией в горной части Кавказа. Я хочу по этому поводу дать разъяснение. Не понимает сути настоящего дела, этого дела, не только за пределами Северного Кавказа, но и даже на Северном Кавказе сопредельные, соседние наши народы не понимают иногда в чем дело. Поэтому я хочу дать разъяснение. Вот карта Ингушетии, которая существовала до 1945
1944 года 22 февраля. 23 февраля нас поголовно всех депортировали в Казахстан. Та республика Чечения-Ингушетия состояла из двух частей. Чечня и Ингушетия. Вот один субъект такой был. Автономная республика Чечения-Ингушетия. Вот это Ингушетия. Ее карта. Ингушетия тогдашняя состояла из 7 районов. Ачалукский, Галашкинский, Малгобекский, Назрановский, Пригородный, Псидавский и Суджинский. Вот они, вот это Ачалукский район, Псидавский, Малгобекский, Назрановский. Вот это заштрихованный красными линиями, это Пригородный район, Назрановский, Суджинский район. Вот это Галашкинский район. Вот состоял из этих 7 районов. Мы отбыли наказание 13 лет в Казахстане. В 1957 году Чечено-Ингушская автономная республика была восстановлена. Но она была восстановлена не полностью на той территории, на которой находилась Чечено-Ингушетия до нашего выселения. Пострадала Ингушетия. От Ингушетии были изъяты земли Пригородной район в пользу Северной Осетии. Потом вот такой кусок вот здесь в пользу Северной Осетии. Вот такой кусок на севере еще в пользу Осетии. Вот такой кусок еще. И здесь Эзми, поселок Эзми с гидроэлектростанцией, эту гидроэлектростанцию грузинское правительство в 1957 году подарило ингушам, просто оставили и уехали. Вот такое произошло, вот такие события. Теперь, это 1957 год. Теперь дальше. Сегодняшнее соглашение между руководителями двух субъектов, Чечни и Ингушетии, предполагает изъять у Ингушетии в горной части огромную территорию, на которой когда-то проживали, выросли, воспитывались великие ингушские тейпы, такие как Уандалай, Цечой, Мержой и многие другие тейпы. Это огромная территория. Для нас это огромная территория, потому что у нас и так территория маленькая. Теперь, что получается? Вот этот промежуток возле Алкуна, здесь такой хребет проходит 9 километров. Если этот промежуток убрать, Ингушетия будет разделена на две части. И нам придется искать, и нам придется у тех, кто занял нашу территорию, просить разрешения, чтобы построить дорогу с юга на север. Вот такая метаморфоза произошла с территорией Ингушетии за последние 60 лет. Вот что произошло здесь. Теперь более наглядно мы составили такую небольшую карту. Пожалуйста, покажите. Вот чтобы видно было. Вот это Ингушетия до 1944 года, до 23 февраля. Вот это Ингушетия, которая в 1957 года. А вот это Ингушетия будет, да, которая останется, если действительно эти земли будут отторгнуты от территории Ингушетии. Вот, пожалуйста, вот что
какая метаморфоза, какое изменение, какое изъятие произошло за последние 60 лет. Теперь спрашивается, почему с ингушскими территориями происходят вот такие случаи. Лично я считаю, это слабость наших властей. По первому требованию они готовы уступить любому сопредельному субъекту любую часть нашей территории. Вот нам нужно нормальное, сильное руководство, которое будет защищать наши национальные интересы. И вы знаете, мне очень понравилось, что после моего прямого эфира, который состоялся неделю назад, сможете посмотреть его на моем канале, в плейлисте «Прямой эфир», я обратился к Народному собранию, к Магомеду Яндиеву, а также к министру по делам национальностей Республики Ингушетия Руслану Волкову, которые, может быть, по чистому совпадению отреагировали на заявление министра Северной Осетии Руслана Тедеева. И слава богу, что с мертвой точки стало все сдвигаться. Потому что, я не знаю, на простой народ и на блогеров надеяться не нужно. Нужно все-таки защищать, понимаете, права народа. Нужно отстаивать свои земли мирным путем, мирным. Никакой агрессии этот вопрос не решится. Так вот, оказывается, не только я такого мнения. Вот чтобы не обманывать, я вам зачитаю, что сказал полпред в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Он провел телефонные разговоры с главами Ингушетии и Северной Осетии Махмудом Али Калиматовым и Вячеславом Битаровым. И в рамках этого разговора с главами республик Чайка указал на недопустимость принятия односторонних решений по вопросу определения уточнения административных границ между субъектами России. Также было отмечено, что в настоящее время проведение работ по описанию административной границы между Ингушетией и Северной Осетией не является первоочередной задачей и требует тщательной долговременной проработки. Главы двух республик условились не предпринимать никаких действий по вопросу о границе в ближайшей перспективе, а в дальнейшем исходить из необходимости конструктивного, взаимоуважительного диалога. Я солидарен с Юрием Чайко по земельному вопросу, и что нельзя обозначать границы в одностороннем порядке. И еще, это маячок для депутатов и министров Северной Осетии и предупреждение от такого влиятельного человека в нашей стране. Это замечание сделали не ингушам. Это замечание было сделано депутатам и министрам Северной Осетии. И я полностью согласен с Юрием Чайко. Зачем вы провоцируете Ингушетию? Снова хотите их спровоцировать, как в 92 году, и потом сказать, что мы спали, а они на нас напали? Больше такая клевета не прокатит. Не прокатит. Зачем вы это делаете? Меня обвиняют то, что я устраиваю межнациональную рознь, а Руслан Тедеев не устраивает. Это нормально говорить, да, что мы захотим и сами обозначим границы до 1957 года без всякой Ингушетии и народа Ингушетии. Сами мы решили, без никого. Вы кем себя возомнили? Кем вы себя возомнили? Этот вопрос будет решаться только с помощью истории и закона. А закон о реабилитации репрессированных народов на стороне Ингушетии. Я к вам хорошо отношусь, я с уважением отношусь и к вашей работе, Руслан Тедеев. Но давайте быть объективными и честными. И не будем провоцировать другой народ. Вот это уже называется межнациональная рознь. Вы не хотите разобраться в ситуации, как я. Я-то в ней разбираюсь. Я-то читаю историю, причем осетинских ваших профессоров. А вы не хотите этим заниматься. Вам проще заявить на всю страну, что все это наша земля. Да с какого это ваша земля? Читайте историю, изучайте историю. А то получается, что в суды мы подаем, заявления на плата пишем и на подобных. Но только эти заявления не принимают, потому что я не солгал, и я ничего не придумал и не выдумал. Это есть в научных работах. Понимаете? Ну, ликвидировать меня не получится.
Я русский, не забывайте по своей национальности, вбейте Плата Артем Игоревич, быстро все найдете. Кто я, что я. Да, с немецкими корнями, ничего страшного. Вот. В этом. Как говорила сама царица Екатерина, она говорила, что вот здесь я немка, а вот здесь я русская. Вот. И Владимир Владимирович Путин очень любит Германию. Угу. Это вам такой намек. Чтобы вы потом... Он в Дрездене, кстати, учился, насколько мне известно. Чтобы потом не было каких-то упреков и так далее. Поэтому я считаю, что этот вопрос может решиться только мирным путем. Без всякой агрессии. И я призываю всех к миру. Надо исторически поднимать этот вопрос. То есть собирать совет из историков в суде, я не знаю где. И решать этот вопрос. Ну тут, знаете, я уже все сам проверил. И ну, это же правда так. Это земля ингушей. Ну сколько уже можно? Ну посмотрите другие ролики у других блогеров. Посмотрите официальные исторические источники. Но пригородный район — это Ингушетия. Ну верните вы им землю уже. Давайте закроем этот вопрос. Зачем нам в нашей стране Нагорный Карабах 2.0? Давайте не допустим ошибок прошлого. Не нужно, я не знаю, кликать это 1992 год. Но это же горе, это кровь, это потери. Вы зачем хотите, вот этого всего вы разве хотите? Давайте за мир, давайте мирно решать этот вопрос. И я прошу осетинскую сторону, не провоцируйте ингушей. Ну зачем вы? У вас и так проблемы, вы еще больше их провоцируете. Не нужно это делать. Пожалуйста. Напоследок мне бы хотелось обратиться к Народному собранию Республики Ингушетия, а также к депутатам республики. Не молчите, когда вас провоцируют, когда на вас пытаются клеветать. Молчание — это значит знак согласия. Боритесь за справедливость и услышьте свой народ, помогите своему народу. Я как капля в море, а у вас все-таки в руках есть инструмент власти. Так используйте этот инструмент в правильном назначении. Понимаете? Это очень важно для вашего народа. У вас очень хороший, гостеприимный, душевный народ, и я за него переживаю. Помогите ему. Я чем могу, помогаю, но вы сможете помочь намного больше. Но если вам понравился этот ролик, то поставьте ему лайк, подписывайтесь на мой канал, делайте репосты, рекомендуйте друзьям. И если вы хотите поддержать мой канал в развитии и помочь мне поехать в Казахстан, чтобы снять тоже важный, серьезный ролик, то все реквизиты внизу, в описании под этим видео, либо нажимайте кнопку «Спонсировать». Ну а с вами я не прощаюсь, я говорю вам до встречи. Берегите себя.